По условию задачи мы должны предоставить скидку 10% на розы и тюльпаны. И несмотря на то, что между ними стоит «и», функция «и» нам здесь, к сожалению, не подойдет. При проверке ячейки А7 у нас могут быть либо розы, либо тюльпаны. Что-то одно одновременно и то и другое быть не может. Проверить одно из условий мы можем с помощью функции «или». Она проверяет логические выражения внутри себя, и если хотя бы одно из них является истинным, то и вся функция в результате выдает истину. Функция «или» выдаст ложь только в том случае, если ни одно из логических выражений внутри нее неверно. Обратите внимание, что логическое выражение только первое является обязательным, все последующие можно не указывать. Давайте напишем функцию «или» применительно к нашей задаче. Пишу равно «или», открываю скобку, и проверять мы будем ячейку А7, она должна быть равна розы. Не забываем указывать розы в кавычках, это текстовый аргумент. Точка с запятой. Второе логическое выражение мы будем проверять тюльпаны. Ячейка А7 равна тюльпаны. То есть с помощью функции «или» мы проверяем ячейку А7, она является у нас или розами, или тюльпанами. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Для первой строки мы видим значение истины, в этой строке у нас розы. Протягиваю формулу вниз, и мы видим, что истина еще и во второй строке, там тюльпаны, а во всех остальных случаях ложь. Теперь, как от нас и просят по условию задачи, давайте посчитаем стоимость со скидкой 10% в том случае, если у нас розы и тюльпаны. На остальные цветы скидка предоставляться не будет. Это мы сделаем с помощью функции «если». Пишу равно «если», открываю скобку, и в качестве логического выражения мы должны проверить два условия. Это мы сделаем с помощью функции «или». Пишу ее, открываю скобку, и внутри функции «или» проверяем ячейку А7. Она у нас должна быть равна розы, точка с запятой, или она же, ячейка А7, должна быть равна тюльпаны. Закрываю скобку для функции «или», ставлю точку с запятой, и мы попадаем внутри функции «если» в значение «если истина». То есть, если одно из этих условий выполняется. В этом случае мы должны посчитать стоимость, то есть цену умножаем на количество. И так как условия выполнены, мы должны предоставить скидку 10%. Для этого домножим эту ячейку на 0,9. Точка с запятой. В качестве значения «если ложь», то есть ни один из цветов нам не подошел под условия, в этом случае мы должны вывести стоимость без скидки. Берем цену, умножаем ее на количество, и на этом все. Закрываю скобку, нажимаю «ввод», и мы получаем результат для первой ячейки. Теперь протягиваю функцию вниз. Мы видим, что для тюльпанов скидка предоставлена, как и для роз, а вот для остальных цветов цена осталась прежней.